В общем, мы пишем видео дальше и смотрим. После перезагрузки клавиатура действительно установилась. И установилась только после того, как мне пришлось перезагружать всю систему. В общем, смотрите, хакасская клавиатура, но она не активирована. Теперь жмем на активацию. Так, и дальше смотрим. И что дальше? И дальше ничего и не происходит на самом деле. И вот получается, хакасская клавиатура Targin, она, по крайней мере у меня в телефоне, она не работает. Я с этой клавиатурой провозился, честно сказать, и, короче говоря, ну и вот все. Клавиатура не работает. Так, ну и что делать дальше? Ну и дальше я опять пошел в Play Market. Мне тут посоветовал Типуков Кулер на Фейсбуке. И он мне написал, надо сначала поставить Anysoft Keyboard. Да. Давайте поставим теперь это приложение. Так, опять идем в Play Market и ставим теперь Any. Вот смотрите, Anysoft Keyboard. Вот это приложение. Устанавливаем приложение. Соглашаемся со всеми требованиями. Ну и подождем сейчас. И после установки этого приложения, давайте мы откроем его сначала. Вот, надо будет включить Anysoft Keyboard, да, перейти к настройкам. Так, я его тут вот он. Это приложение установилось. Я его включаю. Шаг выполнен, включен. Ну и перейти на следующую страницу. На куда? Так, ладно. Так, и тут смотрите, на рабочем столе появляется вот отдельное приложение, да. И тут можно выбирать разные, ну, в общем, разные языки. Так, давайте мы его... Нет, он включен у нас. И вот смотрите, после того, как я установил это приложение, была предложена еще вторая клавиатура на хакасском языке. И вот я что-то сейчас и он меня предложил прямо на автомате. Так, сейчас смотрим. Так, давайте мы посмотрим еще раз в Play Market. Так. Хакасская клавиатура. Да, вот смотрите. Одна клавиатура установлена и есть вторая клавиатура, но почему-то я эту клавиатуру раньше не видел. Но после того, как установилось приложение Anysoft Keyboard, только после этого у меня программка видит вот уже другую клавиатуру, вот Stand R. Мы его устанавливаем, принимаем и соглашаемся. Это уже вторая клавиатура. Так, мы его открываем. И вот смотрите, приложение. Давайте я сначала выйду из всего того, что тут есть. И прямо на рабочий стол. Да, вот смотрите, на рабочем столе у меня появляется приложение, чтобы открыть вот эту хакасскую клавиатуру. И смотрите, что дальше происходит. Вы берите эту клавиатуру, идем в системные настройки. И тут у нас появляется вот, смотрите, хакасская клавиатура. Мы его сейчас отмечаем. Вот хакасская, да. А ранее хакасская клавиатура от Targin, она по-прежнему не активирована. То есть не работает. Дальше идем включить в клавиатуру. И вот смотрите, тут включаем хакасская клавиатура и пробуем даже написать. Тут даже удобно. И смотрите, тут все появляется кириллица. Все нормально. И хакасский язык работает. Так, но что меня тут смутило?
кроме хакасского языка, вот здесь ничего нет. Ну, блин, да, мне надо писать еще на латинице, и неудобно. Так, что же нужно сделать-то? В общем, я тут включал разные функции и пробовал мультилинк. Давайте посмотрим. Попробуем написать еще раз. И вот смотрите, появляется латиница, да. Появляется кириллица. Но тут еще турецкий язык появляется. Но где хакасская клавиатура? Хакасской клавиатуры нету. Так, она исчезла. Так, дальше, если мы... Это Multilingual Keyboard. А если мы включим AnySoft Keyboard, вот, допустим, да, и попробуем написать. Так, AnySoft, латиница есть. Так. Это у нас не то. И что? И кроме латиницы и ничего нет, получается, что ли? Так, да. Ну и дальше смотрим. Ну и давайте посмотрим системную клавиатуру. Так, тут есть русский язык, английский. Вот в системной клавиатуре хакасского языка нет по-прежнему. Не могу найти. И получается, что так, включить эту клавиатуру мы, если включаем AnySoft Keyboard, сейчас попробуем. Так, AnySoft Keyboard, да, у нас. Так, пробуем снова писать. Так, ну, так, у нас тут на латинице мы пробовали уже. Больше ничего нет. И получается, что вот, чтобы написать на хакасском языке, надо уже через это приложение устанавливать хакасскую клавиатуру сначала, и только потом идти уже в браузер и пытаться там что-то написать, ну, допустим, на хакасском языке, да, вот, можно писать. Но у меня приложение каким-то образом срабатывало и старое приложение в этой системе. Сейчас я это хотел показать. Давайте еще раз вернемся к настройкам. Так, вот смотрите, приложение. Так. Вот у меня включены все Multilingual. Так, AnySoft, хакасская клавиатура включена. Но эта клавиатура по-прежнему не работает. Так, если здесь, тут, да, русский, английский по умолчанию. Так, давайте посмотрим. Здесь в системе установлено. Если мы пройдем вниз, то хакасская клавиатура это вот тот Arduino. Вот она, видите, не работает, да? Вот система не срабатывает. А если включим от другого, то система работает, эта клавиатура работает. У меня почему-то и от Arduino тоже работал. Сейчас не знаю, опять, видимо, надо будет перезагрузить, наверное, чтобы эта система заработала. Ну, получается, что в итоге? Пока вот предварительный итог. Получается следующее, что надо будет, так, AnySoft Keyboard включить. Но он у меня, так, почему он не включен? Он же включен, да. Так, система работает. Ну и в общем надо будет проходить в хакасскую клавиатуру. Так, выберите эту клавиатуру, но мы выбрали все, что возможно, только мы все тут повыбирали уже. Так, уже выбрали. Включить, ну, хакасия. Так, установить способ ввода. Все способы уже установлены.
Так, ладно, пробуем писать еще раз. В общем, мы можем хакасские символы прописывать, а переключение идет только на другие языки, нет переключения, только на кириллицу. Давайте мы пока завершим это видео, и после того я как перезагружу, посмотрим, как будет работать старая клавиатура. Ну давайте пока я закончу это видео.